1789 году взятием Бастилии началась Великая Французская революция, открывшая новую эру в истории человечества. Затем начались революционные войны Французской республики против окружавших ее монархий. В ходе этого взошла звезда молодого генерала Наполеона Бонапарта. В 1804 году он провозгласил себя императором, а вскоре у его ног лежала вся Европа. Собрав все ее наличные силы, он двинулся на последний бастион Старого мира – Российскую империю. Все, что говорилось об этом столкновении двух титанов, Наполеона и России, как правило, укладывалось в привычный пафос борьбы российского народа с иноземными завоевателями. Так оно, собственно, и было. Но отойдем от этих традиционных схем, взглянем на этот военный конфликт как на явление цивилизационного плана, как на войну двух разных миров, и поразмышляем, чем же была на самом деле Отечественная война 1812 года. Ежегодно Бородинская реконструкция собирает огромное число участников из десятков различных военно-исторических клубов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Как и 200 лет назад, они представляют все рода тогдашних войск – кирасиров, гусар, уланов, драгунов, егерей, пехотинцев, казаков. Из национальных формирований на Бородине традиционно, начиная с 1991 года, участвуют башкиры. Сначала это был военно-исторический клуб «Северные Амуры», а сегодня – первый башкирский полк. 20 yıllık o'tgan festival bilan bugungi festival arasida albatta mana o'zimning ulushga bu harakatni yangiritib yuborishga nasib bo'ldi. Inshaalloh xalq da bir retiklem qo'shilib ishlarimiz avzimlashib ketdi unga aralarda. Shuning hizmati bo'lib mana bugunning Первый башкирский полк был сформирован в 1811 году из Башкир-Уфимского и Оренбургского уездов. Состояв в корпусах атамана Платова, полк участвовал в арьергардных боях и в Бородинском сражении. А в 1813-1814 годах в осаде Данцига, взятии Берлина, Люнебурга, в сражениях под Герцбергом, Лейпцигом, Лауном, Парижем. В 1992 году самовольно по-партизански был воздвигнут памятник воинам-башкирам в виде огромной стрелы, наскоро срубленной из длинного бревна. Но простоял он недолго, так как без соответствующего разрешения на территории музея-заповедника воздвигать что-либо категорически запрещено. Прошло много лет, и вот в 2010 году многолетняя мечта реконструкторов осуществилась. Обелиск легендарным Северным Амуром был установлен. Бұл тадақташыбызды өзіміздің Төне Қамырдары клубы етекші Илдар Генуалұлы Шаяхметовтан астық. Ел хайын келген хайын ұшы тақташыққа бұғылмайса кетмейміз. Өзіміздің ата-бабаларымыз жүрген ерлерде жүріп қайту өзіміздің башқұрт данын көтеріп өзі бір ғұрлық. Отдать честь и почтить память воинов первого башкирского полка, сражавшихся на Бородине 200 лет назад, пришли не только преемники их исторической традиции, члены клуба «Первый башкирский полк», но также реконструкторы Уфимского пехотного полка и донские казаки. Командовал торжественной церемонией подполковник в отставке Махмуд Салимов. Памятнику первого башкирского полка отдать честь. По традиции, сложившейся с 1991 года, полковой мулла, в нынешний приезд его роль исполнял Гиндулла Шаяхметов, прочитал несколько сур из Корана и вознес молитву Всевышнему. С речью выступили представители казачества, что было весьма показательно и, главное, исторично, так как на поле Бородина башкиры состояли в корпусе атамана Платова. Не случайно военное министерство повелело башкирам пошить мундиры по примеру донских казаков. С одной стороны, мы отдаем дань и почести тем людям, которые когда-то совершили этот подвиг. С другой стороны, мы сами получаем сильный, мощный заряд такой энергетический. Потому что считаю и убежден, что именно в таких местах это такие своеобразные перекрестки на земле, где получается очень сильное
Но вот где люди совершали подвиг, нельзя на этом месте себя даже по-другому вести как-то иначе. То есть люди одухотворяются. Это все равно, что сходить в храм. И не важно, кто ты и какой религии, и это не важно абсолютно. Здесь все едины, как вы видите. Сегодня мы были на мероприятии, правда, да? И много такого увидели многие, что, наверное, никогда бы и подумать не могли. Тем все стояли в одном строю. Башкиры, калмыки, казаки. Все мы, да, действительно называли себя казаками. И очень хорошие слова действительно сказал мулла, который был на этом мероприятии. Он сказал, что если придет беда на нашу землю, то мы также точно вместе бок о бок станем на защиту нашей Родины, как и в то время. На войну с Наполеоном отправились 26 донских и 20 башкирских конных полков, а также 5 полков уральских и 2 полка оренбургских казаков, 4 крымско-татарских, 2 калмыцких, 2 тептярских, 2 мишарских. Больше, чем башкиры, выставили только донские казаки. То есть практически все население, способное носить оружие, либо ушло в боевые полки, либо вот эти 2 дополнительных ремонтных, остальные встали на границе с казахами. Заменив казаков оренбургских и уральских, которые выделили по 5 полков и тем самым вообще обескровили свои войска. У них не было даже людей, чтобы поставить их охранять обычные границы с степняками. То есть казаки и башкиры на этот раз ушли все. На войну 1812 года башкиры выступили вооруженными как огнестрельным оружием, так и холодным. Из последнего самым экзотическим был лук со стрелами. На многочисленных гравюрах той эпохи можно увидеть странное сочетание архаики с современным для того периода вооружением. Георг Эммануэль Опиц изобразил башкир, вооруженных пиками, саблями, луками со стрелами и пистолетами. На анонимной французской гравюре под названием «Отступающий башкир» изображен воин, отстреливающийся из пистолета от противника. За спиной лук, в руках сабля, которой он угрожает преследующим его врагам. Архаизация оружия башкир была следствием ряда запретительных актов XVIII века, принятых русским правительством в ходе башкирских восстаний. Запрет на огнестрельное оружие, да и то неофициально, был снят с башкир в ходе наполеоновских кампаний. Кстати, между прочим, у конницы Платова были не только донские казаки, в том числе, так сказать, и регулярная кавалерия, и калмыки, и башкиры, так сказать. То есть очень много разных. И крымские татары. Совместно это было. Именно и регулярная кавалерия. Тут не было никаких различий, так сказать. Там донские казаки, вот вроде главные, как-то отмечают в истории войны 1812 года большая заслуга, как бы всегда, донских казаков. Их просто было больше, допустим, численно. Но участвовали значительные полки и регулярная конница, абсолютно, так сказать, разная совершенно. У наполеоновских вояк очень поражали, например, башкиры с луками, которых осыпали стрелами. Для них это было, так сказать, это было, так сказать, в диковинку, но, так сказать, очень неприятно. Так что, ребята, это, в общем, скажем так, что... Огнестрельное оружие и вдруг получить стрелу в грудь было очень печально, честно. Донские казаки всегда были боевыми товарищами башкир. Историческая судьба вела их одними дорогами. Они вместе ходили в крымские и азовские походы, участвовали в Северной и Семилетней войне, вместе громили Наполеона. Бывало и бунтовали, но тоже вместе. Степан Разин, Игнат Некрасов, Кондратий Булавин бунтовали в союзе с восставшими башкирами, а Пугачев-то и вовсе стал их самозваным царем. Что объединяло казаков и башкир? Идея. Одни были за вольный Дон, другие за свободную Башкирию. В годы революции и гражданской войны башкиры и казаки вместе выступали за единую, но федеративную Россию, отстаивая свою самобытность, а затем также вместе хлебнули горе, подвергшись жесточайшим и целенаправленным репрессиям за свою борьбу против советской власти. Что сегодня привело казаков и башкир на Бородинское поле? Очевидно, историческая память о деяниях предков. А что, в свою очередь, их бросало в атаку на железных французских кирасиров? Ведь последний башкирский бунт был подавлен всего лишь 37 годами ранее. Да и казаки еще помнили о Булавине. Теперь им не требовалось поднимать мятеж за свои земли. А теперь они были объединены в единый организм – башкирское войско. Организм, который совершенно не совпадал с губернским делением. Все понимали, что управлять ими так же, как управляют обычным населением губернии, было невозможно. И вот этот единый военный и хозяйственный организм блестяще оправдал себя. Когда вместо мятежа в центре империи и на помощь вышли все, так сказать, вооруженные силы, которые могли только выставить башкиры.
Французская революция и Наполеон, как ее логическое завершение, разрушили старый феодальный мир, к которому Европа уже не вернется никогда. За исключением России, в которой крепостничество и социальная сегрегация продолжали свое существование еще много десятилетий. Исходя из логики теории прогресса, завоевание России Наполеоном было бы благом как для России, так и для всего мира, ведь в завоеванных странах вступал в силу Кодекс Наполеона, в основу которого легли лозунги французской революции: свобода, равенство, братство. Однако народы России не оценили преимущество французского завоевания, объявили Наполеона антихристом и погнали до самого Парижа. Поэтому это была война, когда объединились на равных основаниях все сословия Российской империи. Это была, пожалуй, первая тотальная война в истории России, и она очень способствовала единству российской нации. Вот не такому единству, которое вводил в себя Наполеон, всех превратив в бинтики единой однородной французской нации, а именно единству многообразия, которое характерно для нашей цивилизации, и показало свою силу. Французская революция выработала и воплотила в жизнь идею гражданской нации, когда все подданные страны, невзирая на социальный статус и происхождение, получают равные права и обязанности. Это великое уравнение, в котором на первый план были вынесены личные свободы гражданина, привело к атомизации общества, к распадению его на бесчисленное количество индивидуумов. Теперь каждый стал субъектом права, носителем гражданского суверенитета. Все прежние общности, цеха, гильдии, сословия, этносы стали рассыпаться на гражданские атомы. Народы, населявшие Францию и составлявшие до французской революции около 40% ее населения, провансальцы, гасконцы, бретонцы, эльзасцы, утратили свое этническое лицо, превратившись во французов. То же самое было и в Великобритании, где буржуазная революция превратила ее народы в стандартизированную массу субъектов экономических отношений. В отличие от Франции, Россия не являлась гражданской нацией. Она была идиократическим и традиционным обществом, Евразийской империей, изначально складывавшейся как собор различных народов со своим укладом, своими правами и обязанностями. Устройство России было имперским, где централизованный унитаризм русских губерний сочетался с элементами автономии и даже вассалитета на территориях, населенных нерусскими народами. И ничего в этом страшного не было, так как всех объединяла воедино сакральная фигура царя. Находясь в Москве, император французов хотел отменить крепостное право и тем самым привлечь на свою сторону крестьянство. Но, поняв бессмысленность этой затеи, он отказался от нее. Это была именно война цивилизаций. И никакие абстрактные заверения о свободе крестьяне просто не поняли бы. Им не нужна была абстрактная свобода. Попробуй крестьянам объявить просто освобождение от помещиков. Был бы еще более страшный бунт, чем пугачевщина, потому что им нужна была прежде всего земля, освобождение землей. А вот этого уже не понял бы сам Наполеон. Вот. Потому что проект их нации был совершенно буржуазным. Он был как раз основан на частной собственности, подразумевающей обезземеливание огромных масс крестьян. И на многие другие процессы, которые совершенно не совпадали с процессами, протекавшими в Российской империи. Поэтому крестьяне воспринимали его как врага однозначно. Они его называли антихристом. Сегодня поле Бородина скорее является площадкой межцивилизационного общения, чем конфликта. Здесь увидишь и французов, и немцев, и поляков, и англичан. А в русском лагере наибольший интерес у всех вызывают казаки и башкиры. Почему? А в отличие от обыкновенных реконструкторов, они представляют собой не просто клубы по интересам, они представляют здесь своих предков. Кстати, комендантом казачьего лагеря был наш земляк, бывший военный Махмуд Салимов, который, являясь жителем Ростова-на-Дону, прибыл на поле Бородинской реконструкции в составе казачьего отряда. Его форма значительно отличается от мундиров коллег из первого башкирского полка. Изучали мы с лупой в руках эту форму. Конечно, есть гротеск здесь, конечно, бесспорно, но начиная от гравюр, где, вот, допустим, переправа через Рейн русской армии, впереди на лодке стоит башкир. Сакман, чикмень, такая вот шапка башкирская, кальпаря. Все остальное также, вот один к одному. Галуны у меня, это означает, это кантонный начальник. Я взял на себя такую смелость. Но я подполковник, в общем-то, ветеран боевых действий, ветеран вооруженных сил.
На территории Бородинского музея-заповедника находится более 200 памятников, посвященных тем или иным войсковым частям, сражавшимся на этом поле 200 лет назад. Есть даже памятник, воздвигнутый в память о погибших солдатах Великой армии Наполеона. Большинство из них были установлены в 1912 году, когда Россия отмечала столетие Отечественной войны 1812 года. В дни, предшествующие театрализованному представлению, участники реконструкции посещают их, воспроизводя в памяти все моменты самой кровопролитной битвы той войны. Бер ниндәй дә югалтудар кисермәенсә, халыктар, кешеләр арасында, клубтар арасында, тиңдәр арасында тиң булып яшәп ята. Без моны күреп торабыз, лагерьбыз, бивагыбыз, башкорт яйлавы дип әйтәйек, үзебезнең лагерь территорияның иң матур башланган yerендә, асык урынында. Бүгенге сыгышыбыз Ватан сугышының 200 еллыгына багышланып, атай-атайларыбызның данлы эшенә бер хәтер һәйкәле булып калган дип без багышлайбыз. Вспоминая Бородино, Наполеон как-то сказал: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми. Из 50 сражений мною данных в битве под Москвой выказано наиболее доблести и одержан наименьший успех». Планы императора французов перечеркнули героизм и стойкость русских солдат, в том числе Уфимского пехотного полка. В память об их подвиге на поле Бородина стоит памятник. В 1796 году был сформирован Уфимский мушкетерский полк, который в 1811 году был переименован в Уфимский пехотный. Участвовал в сражениях при Бородине, Малоярославце, под Лейпцигом. Участвовал в штурме Парижа. Курганная высота, на которой стояла батарея Раевского, стала местом жестоких схваток в ходе Бородинского сражения, так как она занимала господствующее положение над местностью. Французы бросили сюда большие силы и после ожесточенного боя заняли ее. Однако уфимцы, ведомые генералом Ермоловым, будущим покорителем Кавказа, сумели выбить оттуда врага. И, собственно говоря, уфимцы вместе с Томским пехотным полком, с егерями 19-го и 40-го егерского полка, которые входили в 24-ю дивизию, контратаковали противника. Они бежали вверх по склону, в гору, и выбили противника из батареи Раевского. И уже в середине боя, где-то к полудню, Наполеон сосредоточил свои силы на центральных позициях и начал атаку от Курганной высоты. Причем атака сопровождалась артиллерийским обстрелом. С двух сторон высоту атаковали французские кирасиры во главе с генералом Калинкуром, который погиб в этой атаке. Французы атаковали в лоб. И, собственно говоря, после ожесточенного боя высота была взята. Уфимский пехотный полк потерял в Бородинском сражении более 60% своего личного состава. Рядовые были сплошь из числа государственных крестьян разных национальностей. Офицеры были уфимскими и оренбургскими дворянами и помещиками. Однако в рядах вооруженных сил не было социальной или национальной розни. Крестьяне не роптали, что им приходится умирать за своих господ. Башкиры не считали, что дерутся за якобы чуждое им русское дело. Всех объединила общая ненависть к врагу. Русские вообще, когда уходили из Бородина, считали, что это катастрофа, это проигрыш, были в подавленном состоянии. Однако это был стратегический проигрыш Наполеона и победа Кутузова. Почему? Была сохранена армия. Вот основную свою задачу генерального сражения, которую стоял Наполеон, разбить русскую армию, разогнать ее, деморализовать так, чтобы русских солдат искали только в лесу, как разбежавшихся трусов. Вот этого-то не произошло. Что было потом, хорошо известно. Наполеон захватил Москву и ждал, что к нему явится царь со склоненной головой. Однако этого не произошло. Напротив, произошло нечто, что заставило Наполеона обратиться к историческим метафорам. Ему вдруг вспомнился рассказ Геродота о войне персидского царя Дария со скифами. Скифы, не вступая в открытые сражения с персами, заманили их вглубь своей территории и тем самым погубили значительную часть вражеской армии. Теперь на положении царя Дария оказался сам Наполеон. Когда ему доложили о том, что русские поджигают свою столицу, он произнес: «Какое страшное зрелище! Какая решимость! Какие люди! Это скифы!» Историческая аллюзия поразительная. Наполеон, сам того не подозревая, потрясающе тонко подметил цивилизационную пропасть между Россией и Европой.
Он понял, что это не война двух императоров, а война двух разных миров – скифов и Европы. Все-таки, как часто история дает нам наглядные уроки, которые никто не выучивает. Не выучил их и Гитлер, иначе он не повторил бы ошибок своих предшественников. Башкиры на поле Бородина, контрастирующие с пышными мундирами гусар, кирасиров и улан, всем своим видом возродили к жизни строки Александра Блока. «Миллионы нас, нас тьмы и тьмы и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами. Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосами и жадными очами». Вот эта тотальная война, она соответствовала их представлениям о должном. Ведь люди восстают не от того, что жить тяжело, а восстают от того, что когда поступают недолжным образом. В данном случае с ними поступили абсолютно должным образом. Их призвали на Великую войну. Причем они уже жили в поиске башкирском, где им было объяснено: вот, сохраняются ваши вотчинные земли, больше не будет скандалов по поводу отъема этих земель, по поводу свободы вашей веры. Но у вас за это есть жесткие, очень жесткие обязанности. Эти обязанности совпадали с их представлениями о самих себе, что каждый башкир с рождения был воином. Он обязан был воевать. Скифская кавалерия России, казаки, башкиры, калмыки, крымские татары стали главной страшилкой западной русофобии, когда русские войска вступили в Европу. Во времена европейских революций 1848 года западная пресса нагнетала истерию листовками следующего содержания: «Смерть русским! Помните ли вы со времен освободительных войн наших друзей? Это казаки, башкиры, калмыки десятками тысяч горят скотским желанием вновь разграбить Германию». О том, что они были воинами-освободителями этой самой Германии от тирании Наполеона, к тому времени было начисто позабыто. К сожалению, западный человек склонен забывать то зло, которое исходило от представителей их цивилизации, но всегда злопамятен по отношению к России. Они скорее простят Гитлера, чем забудут Катынь. Как бы русское дворянство не тянуло к Западу, сам-то Запад Россию своей не признавал. Вот это очень важно. Когда Наполеон называл русские церкви мечетями, например, для него они все одним миром мазаны, понимаете? Для них Россия что-то вроде Ирана. То ли Турция, то ли Иран – это другой мир. То есть первыми вот это противопоставление поставил сам Запад, понимаете? И как бы западники не тянулись к нему, они никогда там равными стать не могли. Ну тут просто цивилизационное различие, тут ничего не поделаешь в самом деле. Если в самом деле для Запада люди, которые живут не так, как они, это скифы, которых надо покорить, которых надо цивилизовать и так далее. А они не желают цивилизоваться. Британия часто эксплуатировала Россию в своих корыстных целях, пользуясь ее слепым преклонением перед Западом. Сначала она руками русских уничтожила своего заклятого врага Наполеона, в следующий раз втравила их в войну с кайзеровской Германией, а затем искусной дипломатией направила агрессию Гитлера против СССР. Попытки России стать частью Запада всегда заканчивались весьма плачевно. Мы не можем уйти от того, что каждая цивилизация должна развиваться своим путем. Вот. И все попытки пытаться идти чужим путем, обезьянничать, повторять, имитировать чужой путь, они от душевной лености и трусости, они ведут к провалу, к отрыву от основной массы народа. Потому что чужое скопировать полностью невозможно. Каждый должен творить сам. Чисто западное лекало просто не ложатся на нашу почву. В этой связи вспоминаются слова забытого классика отечественной геополитики Алексея Ван Дамма. Главным противником англосаксов на пути к мировому господству является русский народ. От себя добавим, что главным союзником русского народа является не Запад, а евразийские народы. Именно поэтому так важно сегодня сохранять межнациональное согласие, залогом которого является возможность свободного развития национальных культур на основе подлинного федерализма. Мы не отделяем, допустим, там донских казаков от других регулярных всадников, то есть и от башкиров, калмыков и прочее. Это все наши братья по оружию, с которыми вместе воевали наши предки, так что это единое, я считаю, абсолютно монолитное сообщество. Вот благодаря кому была страна, отстояли страну от нашествия наполеоновского. Вот. Только это патриотические чувства, это естественные чувства такие,
Они такие же наши братья, как все остальные казаки. Казаки это не только донцы, не только кубанцы, там, это, Уральцы и прочее. да, это башкиры тоже ж казаки, они же ходили. Да. Вот. Поэтому не отделяем. Калмыки как бы, тоже казаки. Так что Вот. все вместе воевали. Памятник воинам первого башкирского полка на Бородинском поле зажил своей жизнью. Местные жители в знак уважения и признания подвигов северных амуров несут к нему иконки и цветы, ставят свечи. И это нисколько не противоречит духу этого мемориального сооружения, так как наши предки, сражаясь с Наполеоном, также не делили друг друга по конфессиональному и национальному признаку. А значит, завещали так жить и нам. Алексей Ван Дам также говорил, хуже вражды с англосаксом может быть только одно – дружба с ним. В самом деле, весь наш исторический опыт показывает, что целью Запада, начиная с эпохи смутного времени, было ослабление и подчинение своей воле России. Поэтому либеральный проект, активно предлагаемый нашей стране, преследует вполне понятные цели. Как противостоять этому? Наверное, нужно перестать жить чужим умом, перестать смотреть на собственную историю с позиции европоцентризма и перестать бездумно копировать сомнительные рецепты Запада.